хотелось бы, конечно же, сказать, что мы не случайно сюда приехали, потому что у вас огромный опыт развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Вы занимаете стабильно второе место по сельхозпотребительской, снабженческой, перерабатывающей кооперации в Российской Федерации после Липецкой области. У вас 391 кооператив, из них 144 только кредитных. Это говорит о серьезном потенциале. Республика, которая сегодня объединяет через кооперации малые формы хозяйствования, и тот опыт, который вы наработали на протяжении более 10 лет, мы хотели сегодня очень детально изучить и, конечно же, тиражировать его в тех регионах, которые сегодня являются участниками семинара. Правительство Республики Саха-Якутия уделяет колоссальное внимание развитию сельских территорий. Строится жилье, субсидируется животноводство и растениеводство. Вкладывается в деньги в развитие инфраструктуры, создаются условия для закрепления населения на селе. Мы понимаем, что сельское хозяйство для Республики Саха – это не просто бизнес, это образ жизни. И именно этот образ нужно поддерживать. Без этого нет будущего республики. Самое основное, что мы увидели, это, в общем-то, желание людей работать. То есть люди действительно работают самоотдачей, их цели там направлены на качество. Мы когда задаем вопрос, а какая экономика, они говорят: господи, какая экономика? Самое главное накормить людей качественно, вкусно, и чтобы это было полезно, чтобы все были довольны. У вас реализуется очень хороший проект комплексной компактной застройки озерной, и мы вчера тоже на нем были. Понимаем, что порядка 500 молодых семей, проживающих и работающих на селе, получат комфортное жилье, получат все инженерные коммуникации. И вот, наверное, это будет будущая система расселения людей. Я думаю, что мы сегодня услышим еще раз подтверждение от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о том, что эта программа будет жить. Она у нас завершается в 2020 году, и было бы правильно, если бы там Министерство отраслевое сельского хозяйства понимали, что эта система будет, и мы могли бы планировать на перспективу.